Каждый народ является носителем богатой культуры, какой бы он малочисленный ни был. И задача нашего государства российского в том, чтобы сохранить эти жемчужины, и чтобы это все в одной единой короне, это все сверкало, чтобы это работало. На родном языке и думаешь, и чувствуешь особенно искренне и душевно. Он близок каждому его носителю. На нем говорят, а значит, он жив. На первом пленарном заседании межрегиональной научно-практической конференции собрались ученые, педагоги ингушского языка, люди, которые каждый день проводят колоссальную работу для сохранения самобытности народа. Приветственный адрес от главы республики зачитывает заместитель председателя правительства Ингушетии Мариам Амриева. Благодаря актуальности обсуждаемых проблем конференция объединила представителей науки, культуры и образования. Уверен, что открытые дискуссии в рамках представительного форума позволят выработать практические рекомендации для дальнейших литературоведческих исследований, развития языка и литературы, совершенствования культуры речи языка, формирования духовной культуры, развития интереса нашей молодежи к творчеству поэтов и писателей Ингушетии. Желаю всем участникам конференции успешной и плодотворной работы, созидательной энергии, вдохновения и успехов в достижении намеченных планов. С уважением, глава Республики Ингушетия Махмуд Алимов Шарипович Калиматов. В России, в отличие от многих стран, представители разных национальностей владеют общегосударственным русским языком. Это говорит об уважении и любви к своей родине. В стране 150 национальных коренных языков. К сожалению, треть из них на грани исчезновения. Сегодня здесь собрались люди, которые так или иначе участвуют в сохранении, преподавании, развитии языка, планировании государственной политики, реализации государственной политики в этой области, которые будут сегодня обмениваться опытом друг с другом и с экспертами, так сказать, нашими крупными экспертами, которые мы привезли из разных регионов России. Людей, которые занимаются в ООН проблематикой сохранения коренных народов, на уровне Российской Федерации вопросами преподавания родных языков. Мне очень легко анализировать состояние ингушского языка, потому что по моей должности я 30 лет занимаюсь языковой образовательной политикой. И могу уже сравнивать состояние языков в каждых субъектах Российской Федерации. И здесь я могу сказать, что Ингушетия имеют самые лучшие результаты по сохранению и состоянию ингушского языка. Я слышу буквально везде ингушский язык. Я думаю, мы сможем сохранить ингушский язык. Эту надежду мне дает то, что, как известно, говорить на ингушском языке в последнее время становится, пусть это не прозвучит так плохо, становится модно. Во всяком случае, огромное число людей и молодых людей тоже пытаются говорить на ингушском языке, даже те, кто не очень хорошо владеет. Этот ингушский язык, он уже проник и в социальные сети, это тоже обнадеживает. У нас издается очень много литературы на ингушском языке, в том числе у нас издается очень много справочников, словарей. Люди, авторы этих словарей, ищут эти слова и заносят их, сохраняя их для будущих поколений. Есть основной перечень проблем по сохранению и развитию языка. Это уровень и методика преподавания его в общеобразовательных школах и дошкольных учебных заведениях, проблематика ингушского языка в учреждениях культуры, в том числе и в библиотечной среде. Все эти проблемы будут рассматриваться в рамках этой межрегиональной конференции. У нас очень достойные и уважаемые гости, представители ЮНЕСКО. Все это в целом под кураторством ЮНЕСКО, который занимается проблемой именно сохранения языков малых народов и коренных народов, в частности, в Российской Федерации. Директор ингушского НИИ имени Чаха Ахриева Нина Барухоева уверена, что ингушский язык исчезающим назвать нельзя. В регионе проводится большая работа по повышению ингушской грамотности.
ингушско-русские, словари терминов, словари синонимов, антонимов, орфографические словари, в том числе и для школ. Ну, например, ингушско-русский словарь, 24 тысячи слов, 2009 год. Орфографический словарь ингушского языка. Орфографический словарь ингушского языка для общеобразовательных организаций Республики Ингушетия. Словарь синонимов ингушского языка. Словарь антонимов ингушского языка. Словарь терминов русско-ингушский, ингушско-русский словарь терминов. Это 2015-16 годы. Русско-ингушский словарь, 22,5 тысячи слов. Недавно вышел, в 2021 году. Кроме того, у нас готовятся материалы для издания этимологического словаря ингушского языка. Это вообще большой прорыв для национального языка. Собравшиеся уверены, что важно поднять качество преподавания ингушского языка в школах. Учить детей должны профессионалы, которые знают и любят язык. Ведь наше будущее, как никогда наше прошлое. Миссия конференции – сохранить язык, через который слышны голоса предков. Уже завтра работа межрегиональной научно-практической конференции продолжится по секциям. Участники обсудят вопросы сохранения и развития национальных языков как платформы национальной культуры. Рина Сычоева, Адам Далаков. Новости 24.